8.08.08. Эта дата стала одной из самых трагических в истории юго-осетинского народа. 11 лет назад, в ночь на 8 августа, Грузия подвергла артиллерийскому обстрелу из крупнокалиберных орудий с применением гранатометов и минометов, реактивных систем залпового огня «Град» мирно спящий город Схинвал и его окрестности. Так началось полномасштабное вторжение грузинских войск в Республику Южная Осетия. Короткая пятидневная война унесла жизни более 1000 ополченцев, мирных жителей, среди которых было много женщин, детей, миротворцев. В результате боевых действий тысячи людей стали беженцами. Сотни домов и социальных объектов были разрушены. Чтобы остановить кровопролитие, российское руководство приняло решение начать операцию по принуждению Грузии к миру. Она завершилась 12 августа. 11 лет прошло со дня страшных августовских событий, однако Грузия так и не признала свою ответственность за развязанную войну и бесчеловечные преступления своих войск. Не оставляя реваншистских настроений, в ходе женевских дискуссий грузинская сторона по-прежнему в который раз отказывается от подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы. На сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ протаскивает резолюцию, содержащую обвинение России в оккупации и попытках фактической аннексии Южной Осетии и Абхазии. Она обнажает то реальное состояние, в котором пребывает ее внутренняя и внешняя политика, ее государственная идеология. Это и есть идеология шовинизма. Об этом прекрасно и давно знают осетины и абхазы, испытавшие на себе все ужасы грузинского национализма. Еще раз хотел бы выразить благодарность руководству и народу Российской Федерации и Республики Абхазия за помощь и поддержку, которая была оказана Республике Южная Осетия в 2008 году и продолжает оказываться сегодня. Президент Рауль Хаджимба отметил, что решительные действия руководства Российской Федерации дали возможность восстановить мир в Южной Осетии. Это страница, которая останется в истории Грузии черным пятном. Это попытка совершить геноцид в отношении не только осетинского народа. Мы прекрасно знаем, что если бы удалось там, события развивались бы и в нашем направлении. И те смелые решения руководства России, которые были приняты в эти дни и последствия, дали возможность сохранить наши народы. Мы всегда говорим о том, что выражаем самую глубокую благодарность русскому народу, России, руководству за то, что были предприняты беспрецедентные шаги в ходе этих событий. И вечная память всем погибшим, мирным жителям, ополченцам, миротворцам, воинам, которые отдали свои жизни за то, чтобы сохранилась эта страна. Всем нам самых добрых, цивилизованных отношений. Чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин подчеркнул, что августовская война стала подтверждением непрекращающихся попыток реванша со стороны Грузии. Не понаслышке знаю, что боль юго-осетин близка абхазам, которые также испытали на себе всю тяжесть походов заингурских конкистадоров. Уверен, что настанет время, когда грузинским разжигателям двух войн придется ответить за свои злодеяния перед народами Республики Южная Осетия и Республики Абхазия. Тогда, в августе 2008 года, Россия справедливо и честно, что бы там ни говорили на Западе, протянула руку помощи горящему Цхинвалу и принудила Грузию к миру. Сегодня мы оказываем всестороннюю поддержку развитию Республики Южная Осетия, способствуем ее международному признанию, отстаиваем ее позиции в непростых, подчас совсем неконструктивных переговорах с западными партнерами. Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев отметил, что сколько бы лет ни прошло, боль утраты никогда не угаснет в сердцах юго-осетинского народа. Эти дни мы никогда не забудем наших мирных граждан, которые погибли тогда от рук нападавших бандитов. Мы никогда не забудем и всегда будем помнить имена солдат и офицеров осетинской армии, солдат и офицеров российской армии, которые сложили свои головы для того, чтобы мы имели сегодня возможность строить свое будущее, для того, чтобы мы имели возможность строить свою государственность. Августовские события 2008 года имели значительные геополитические последствия. И, пожалуй, самым главным последствием стало признание Российской Федерации независимости Южной Осетии и Абхазии. Алика Трапш, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.